Приветствую, дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 18 февраля. У нас с вами среда. Этот день идет под арканом Мир. День обещает быть очень спокойным, мирным, все будет даваться легко, да, успех приходит легко в этот день. Также могут быть, например, какие-то важные мировые новости в этот день. Да, вот то, что касается, там, допустим, много людей, каких-то наций, каких-то континентов там, и так далее. То есть можем узнавать какие-то... Причем это, скорее всего, хорошие новости, да, такие, которые могут радовать всех людей. Так что день обещает быть мирным. Давайте посмотрим теперь по картам, что нам покажут карты для каждого знака зодиака. Овны. Первые овны, 18 февраля, среда. Среда. Как пройдет для овнов? Тем более мы с вами в коридоре затмений, да, зашли. И хорошо, что второй день, и он такой более-менее спокойный, мирный. Но опять же, нужно сейчас посмотреть. Ну да, вот видите, солнышко. Либо еще можно было сложить подкову. Ну, я оставляю солнце. Это радость, это счастье, это хорошее настроение. Корабль. Рыба. Угу. Чашка чая и машина. Два события рядышком. И пробежимся, посмотрим строго горизонтали. Вот есть, видите, конвертик по горизонтали. И точно так же вертикали просматриваем. Да, вот есть ли тут совпадение. Да, есть будильник. Будильник и карта Мир может говорить о том, что время пришло. Да, вот надо делать прямо сейчас. Так, ну здесь событий нет. По диагоналям мы не соединяем. Да, допустим, книгу не можем соединить. Что там еще где-то мне попадалось? Еще какое-то событие. Вот, например, там колодец нельзя соединить. Так, ну что, поехали. У вас в этот день выпадает ожидание. Долго и нудно будете кого-то или что-то ждать. И будильник. Да, будильник — это всегда со временем какие-то сложности. Затягивается, откладывается, допустим, или наоборот ускоряется время. Дальше радость у вас будет, получение новостей, то, что я вам говорила по карте Мир, получение новостей, поездка, может быть, тоже, кстати, карта Мир поездки тоже может показывать, поездка, гости и рыба. Рыба — это скользкое дело, то есть это когда нас могут, например, втягивать какие-то мутные истории, мы можем попадать на мошенников, но рыба иногда это просто рыба, да, допустим, вот выпали гости, вы приходите, а там вкусная рыба, да, вот вам приготовили, ждали вас. Или вы ждете гостей, приготовили, или заказали суши, да, и там ждете гостей. То есть, ну, какое-то событие, или там пошли на рыбалку, да, и выпадает мне, или пошли, не знаю, там посмотреть на рыбок где-то там, не знаю. Поэтому здесь вот не обязательно проигрываться только как какое-то хитрое дело, какое-то там скользкое дело и так далее. Это тоже нужно учитывать. В общем, в целом, если брать, если по времени вы подстроитесь, да, под этот ритм Вселенной, то все должно быть хорошо. Потому что тут Вселенная будет жить своим ритмом. И наша задача не этот ритм подстраивать под себя, да, а встраиваться в этот ритм. Так, поехали дальше. Тельцы. Сейчас я складываю так, чтобы они мне не повторялись, а то потом вы же мне и пишете, что вот... Вы плохо мешаете, они у вас повторяются. Я специально так складываю, чтобы они не повторялись. Тельцы, 18 февраля, среда, события дня, Тельцы. Первое событие — лебедь. Вижу лебедя. Прибыль, сундук. Колокольчик нельзя.
Угу. Череп. Угу. Подкова. Угу. Солнце и цветок. Ну, давайте посмотрим горизонталь, вертикаль. Ножницы нельзя. Здесь нет, не вижу. И здесь не вижу. Ну, в целом, слушайте, хороший день. Вопрос, конечно, только по здоровью. А так выпадает гармоничные отношения в паре, лебедь, и плюс свидание. Поэтому тут вот может быть какое-то свидание. Знакомство может быть. Дальше финансы, прибыль. По финансам идет плюсик. Идет удача. В этот день у вас удача, везение, хорошее настроение, приятная встреча. Ну, вот единственный вопрос, здоровья выпало. Болезнь, может быть, в этот день, не знаю, там будет болеть голова, зуб, там, не знаю, плохо себя будете чувствовать. Либо, если вы, допустим, запланировали визит к врачу, то болезнь может показывать, что вот вы занимаетесь здоровьем в этот день, так тоже может быть. Или, может быть, вы на массаж записаны, там, или к косметологу. В общем, тут тема здоровья еще будет проигрываться. Такая вот информация для вас. Благодарю за внимание, тельцы. Переходим к близнецам. Близнецы. 18 февраля. События дня, близнецы. Маска выпала. И неприятность. Тут прям для вас предупреждение, близнецы. Чашка чая. И бокал. Застолье, гости, обман, неприятность. Возможно, если в этот день вас приглашают на какое-то застолье, то там будет неприятность. Цветок. Рыба. Шарики. Хорошие события тоже есть. Так. Смотрим, что еще здесь. Яблоко есть, к сожалению. Значит, смотрите, что выпадает сразу из негативного. Предупреждают, что может быть неприятность в этот день. Обман. Обман и скользкое дело еще выпало на 2. Поэтому тут маска. Остерегайтесь людей, вас могут в этот день обманывать. Надевать на себя маски порядочных людей. Да, там, не знаю, втираться к вам в доверие. И потом будут неприятности. И слезы еще и выпали. Поэтому для вас 3 предупреждения. Вас могут обмануть. Дальше, что еще выпало? Застолье, гости, исполнение желания, хорошее событие. И также у вас еще выпали шарики. Это радостные новости какие-то. Поэтому вот есть 4 события хороших, но есть и предупреждения для вас на среду. Благодарю за внимание. Близнецы, перехожу я к ракам. Так, смотрим. Следующие раки. 18 февраля.
События дня раки. Это что такое? Разлетается во все стороны. 18 февраля. События дня раки. Тоже колодец. Первое событие. Месяц нельзя. Цыпленок. Неприятности ребенок. Слезы. Либо тут еще, видите, есть вариант роза. Но я первое яблоко увидела, поэтому оставляю его. Если вы увидели розу, это приятная встреча. Угу. Удача есть. Мешок с деньгами. Удача в деньгах. Да, и сундук, видите, выпал. Прибыль. У вас какая-то удача будет в финансах, поступления будут. Может быть, даже из 2 источников. Так, теперь смотрим здесь. Ну, я не вижу совпадений по периметру. Получается, сразу выпали 2 предупреждения. Выпала очень карта глубокой печали, сильных переживаний и слезы. То есть вы чем-то будете очень сильно опечалены в этот день. Что это, я не знаю. Печаль, слезы, потом дальше выпадает ребенок. Ну, какие-то события, связанные с детьми, внуками, забота о ком-то. Это могут быть в том числе и домашние питомцы, если у вас есть. То есть вы о ком-то заботитесь. Дальше деньги, удача. Удача, деньги и прибыль. Поэтому тут точно все хорошо у вас будет с финансами в этот день. А что это за переживание? Ну, может быть связано, да, вот с вот этими детьми и питомцами. Посмотрите, они рядышком выпали. Печаль, дети. Может быть, ребенок что-то натворит или там, не знаю, что-то произойдет в жизни ребенка, что вас может расстроить. Может быть так. Ну, дай бог, чтобы они не были связаны, да, и с детьми все было нормально. Смотрим дальше. Дальше у нас лёжки будут. Так, смотрим. Львы. 18 февраля. Среда. Львы. События дня. Угу. Сразу первая машина у вас выпадает, львы. Дорога. О, расческа, слава богу, не выпала. Якорь, остановка, прибытие. Кстати, может быть пробка по якорю, когда, знаете, вот стоишь долго где-то. Угу. Книга, казенный дом. А может быть дорога в казенный дом, и там вы много времени проведете. А еще можно прочитать, как казенный дом, это может быть аэропорт, ЖД вокзал, поездка, аэропорт, якорь, ожидание. Так, ну давайте смотреть здесь. Есть что-то или нету? О, есть шарики. Угу. Так, здесь не вижу. Получается 4 события у вас выпадает. Первое – поездка. Второе – якорь, остановка. Где-то надолго в этот день, где-то много времени проведете. Посещение госучреждения и получение очень хороших, радостных новостей. Вот такие события для вас.
Благодарю за внимание. Переходим к девам. Так, все, поехали. Девы. 18 февраля. Девы, события дня. Угу. Замок. Маска. Откроется тайна, обман откроется. Дом. Домашние дела какие-то. Конверт, новости. Информация, новость, обман. Радость. А может быть, эта новость, эта информация будет радостной. У нас, кстати, уже, наверное, у 3 или у 4 знаков выпали шарики. Это хорошие вести. Но у вас, видите, они проигрались как новости и солнце. Тоже, может быть, хорошие вести. Вот как я говорила, когда выпадает карта мир, очень часто это какие-то новости, которые касаются большого количества людей, может быть. Что-то интересненькое услышим. Победа. Так, яблоко нельзя. Так. Значит, получается, тайна открывается в этот день у вас, девы. Обман, маска. Но опять же, обман, скорее всего, что если в этой тайне был обман, то откроется вот этот обман. Будут сорваны маски, назовем это так. Опять же, если это вы были в маске, то, может быть, и ваша маска сорвется, да и откроется. То, что вы там что-то скрывали от кого-то, так тоже может быть. Дальше события в семье, дома, новости, хорошее настроение, радость и победа в работе, в делах. Флаг показывает. Очень хорошо, если экзамены в этот день, какие-то, не знаю, там собеседования, конкурсы, то флаг показывает, что все должно пройти наилучшим образом для вас. Благодарю за внимание. Вот единственное, вот это мне не нравится. Маска и замок. Смотрим дальше, что будет у весов. Весы, среда. 18 февраля. Февраля, весы. Ну, первое, что я вижу, ножницы. Змея. Значит, розу нельзя. Ну, здесь я не вижу совпадений. Так, поехали, смотрим. Чашка есть по горизонтали. Чашка. Дальше здесь нет, нет, нет. Нет. Нет, здесь есть сердце. Ой, не так, вот так. Здесь нет, и здесь, значит, мешочек нельзя.
Получается, у вас в этот день 4 события. Ну, может быть, конечно, если вы где-то что-то еще найдете, я просто не вижу. Тогда у вас еще проиграть 100, которые вы увидите. У вас выпадают ножницы. Это решится какой-то вопрос в среду. И часто по карте мир для нас все вопросы решатся очень успешно. Дальше змея. Ну, змея это могут быть завистники, например. Кто-то может вам завидовать в этот день. Змея это может кто-то, кто может вас подкалывать в этот день. Поэтому тоже имейте это в виду. Гости также выпадают и друзья. Ну, тут может быть вы пойдете в гости к друзьям или друзья к вам. В общем, друзья и чашечка чая выпадает. В общем, все хорошо, кроме вот как бы змея. Иногда змея, кстати, показывает просто человека, например, по году рождения змея, но он в нашу сторону вот свой яд не проявляет. А просто вы с ним общаетесь, например, это ваш друг. Так тоже может быть. Будем надеяться, что эта змея свой яд выпускать в вашу сторону не будет. Смотрим дальше. Скорпионы дальше у нас идут. Разбираемся со скорпиончиками. 18 февраля. Скорпионы. События дня. 18 февраля. Среда. Деловая встреча, деловая, рабочая, тайная встреча, неприятность, расческа, весы нельзя, ключ. Ключ это хорошо. Все в ваших руках, от вас все будет зависеть. Эта неприятность может в принципе и не произойти. Тут похоже, что это вашими руками. Ага, обман, видите, маска. Я так понимаю, что неприятность это маска, обман. Вас могут обмануть в этот день, поэтому тут от вас все зависит. Вы можете по ключу открыть эту информацию, открыть этот обман. Кстати, еще смотрите, выпадает ключ здоровья. Ключ может показать, что какое-то важное событие будет связано со здоровьем. Ну, например, не знаю, там визит к врачу, какая-то там, не знаю, диагностика, там исследование. Метла. Рыба. Ух, еще и рыба. Ну, у вас и денек. Так, есть еще друзья. Тайная встреча с друзьями, приятелями, ну, с какими-то людьми, с которыми вам, в принципе, нравится общаться. Значит, смотрим, что повыпадало. Первое, сразу же показывает, что может быть какая-то деловая рабочая встреча в этот день. Может быть тайная встреча с друзьями, либо с тем, с кем вам нравится общаться. Ссора может быть, неприятность, обман, скользкое дело. Ну, вот это похоже на какая-то история. Неприятность это обман, вас втягивают в какие-то истории по рыбе, хитрые, скользкие, и это приводит к ссоре. Также еще болезнь выпадает, тема здоровья может отыгрываться в этот день. И ключ. Ключ показывает, что все в ваших руках. То есть в ваших руках избежать этой неприятности, и этой ссоры, и решить вопросы со здоровьем. Все в ваших руках. Как вы захотите, так и будет. Вы как, знаете, когда выпадает ключик, это ты как волшебник с волшебной палочкой. Все зависит от тебя. Поэтому тут, видите, скрипочки, все зависит от вас. В среду надо все брать в свои руки. И включать, самое главное, третий глаз. Включать интуицию, чтобы вот избежать этого обмана. Опять же, вот смотрите, выпадает, например, если мы говорим о здоровье, да, диагностика, болезнь, ну что-то вы там идете, не знаю, по здоровью решать какие-то вопросы. Обман, это может быть, например, неправильно поставленный диагноз.
Потому что, опять же, почему? Потому что у нас начался коридор затмений. И в этот период, да, вот могут быть куча всяких ошибок. Поэтому если вдруг по здоровью что-то там будет не так, сразу не паникуйте, не переживайте. Возможно, это ошибка, карты показывают. Нужно просто ну, не знаю, пересдать, если это, например, анализ, да, в лаборатории. Или там, не знаю, ну, то есть провести еще одну диагностику, там, не знаю, в каком-то другом месте у другого врача, и может быть там все нормально. Поэтому не забывайте про это, что если в коридоре затмений что-то такое происходит, точно сразу паниковать не стоит. Это может быть ошибкой. Благодарю за внимание. Переходим к стрельцам. Стрельцы. 18 февраля. Стрельцы. Хотите сказать, где события? Яблоко. Первое событие. Яблоко. Маска. Прям будут срываться маски в этот день. Ну, не зря, что у нас с вами коридор затмений, поэтому все эти маски и срываются. Цепь. Ну и давайте посмотрим, что еще есть. Есть еще домик по горизонтали. В принципе, уже не так мало событий, уже 5. Здесь нет, нет, нет. Не вижу больше. Получается, первое событие у нас с вами выпало яблоко. Это слезы, слезы, переживания. Дальше обман. Ну, опять же, это могут быть связанные события. Слезы, обман. Тайное свидание, тайная встреча и слезы. Возможно, здесь, получается, будет какая-то тайная встреча от вас. Кто-то где-то встретится, этот обман откроется, и вы из этого будете переживать. Еще минус. Нерешенный вопрос у вас может быть в среду. А теперь давайте смотреть, где ножницы. Ага, видите, между ними 3 еще карточки. Ну, далековато. То есть еще решение этого вопроса может быть не скоро. И также у вас в этот день еще могут быть какие-то домашние дела. Ну, в общем, у вас тут, честно говоря, больше как бы предупреждений. Вроде, казалось бы, да, карта мира, она такая, должна обещать спокойный день, но у вас он немного такой с напряжением. Но опять же, карта мир говорит о том, что все в итоге закончится хорошо. Да, хэппи-эндом, что это карта хэппи-энда. Так, благодарю за внимание. Переходим к козерожкам. Козерожки, 18 февраля, среда, события дня, Козероги. Угу, дерево. Маска. Да что ж эта маска нас преследует? Жаль, нельзя сундучок. Так, есть еще роза. Угу, и бокал. Приглашение на застолье. Будет какое-то мероприятие у вас 18-го. Ну, есть шанс, скажем так, попасть на какое-то мероприятие. Может быть, это будет связано с детьми. Цыплята — это дети, либо кто-то молодой.
маленький. Так. Здесь не вижу. Вижу, змея еще есть. Змея. Хорошо, поехали, смотрим, что выпало. Первое событие, приглашение вы получите в среду. Дальше маска, обман. Опять же, маска в данном случае, если выпадает приглашение, бокал. Бокал это какое-то мероприятие, свидание. Это может быть, например, в том числе, не знаю, какое-то театральное представление. Это может быть стендап, допустим. Да? То есть там, где люди играют роли, надевают на себя маски других людей. Допустим, вот как вариант, может быть, так у вас проиграется. Мы не исключаем, конечно, и основное значение обман тоже этой карты мы исключать не можем. Поэтому здесь, значит, приглашение, застолье, приятная встреча, общение с детками, внуками, забота о ком-то. И также выпадает еще общение со змеей. Это может быть человек по году рождения, змея. Это может быть также кто-то с длинным языком. Допустим, смотрите, выпадает застолье, приятная встреча. Но опять же, она приятная. Скорее всего, что эта змея в вашу сторону свой яд не выпускает. То есть вам с ней приятно проводить время. Поэтому, скорее всего, здесь мне описывают человека. То есть говорят, что это медик, или это женщина, или это по году рождения змея, или что там еще может быть? Может быть такой худенький, да, вот высокий и худенький тоже змея может показывать людей таких стройных, модельной внешности. Вот как-то так. Либо змеей мне показывают тут бокал и змея, что вот будете злоупотреблять в этот день тоже, может быть, таким образом. В общем, из минуса только маска. Опять же, тоже будем надеяться, что она проиграется, что вы увидите какое-то представление в этот день. Благодарю за внимание, Козероги. И переходим к Водолеям. — 18 февраля. Водолеи. События дня. Среда. Водолеи. Сразу же книга выпадает, казенный дом. Ножницы. Это хорошо. Решение вопросов в казенном доме. Супер. Солнце, радость, хорошее настроение, оптимизм. Может быть, вам, да, вот решение вопроса дает это настроение. Также тут и печаль тоже есть. От печали до радости. Один шаг. Якорь, остановка. Радость, остановка, печаль. Может быть, радость от того, что останавливаются какие-то страдания, как вариант. Точка, да, якорь это как точка жирная на печали. Рыба. Здесь не вижу. Смотрю теперь горизонталь, вертикаль. Эх, цветочек есть, хорошо. Здесь нет. И здесь тоже нет. Значит, смотрите, что выпало. Выпало посещение госучреждения, решение вопросов, исполнение желания, радость, хорошее настроение, якорь, остановка где-то надолго, либо точка в каком-то вопросе. Опять же, с ножницами, скорее всего, точка. И 2 предупреждения. Скользкое дело и колодец. Колодец – это сильные глубокие переживания. Поэтому тут вот мне, конечно, не нравится. Рыба – это когда нас затягивают в какие-то истории, схемы. Да, вот, скажем так, для нас расставили сети, и нас как рыбку ловят в эти сети. Поэтому тут вот будьте внимательны, не попадайтесь на чью-то удочку. Также, Водолей, кто родился 18 февраля, у вас наступает в этот день
год включается, и будет идти он под арканом Мир. Это очень классный год. Это год, когда все какие-то сложные, не знаю, там проблемы, неприятности, все это завершается, все это уходит в прошлое, да, на всем этом ставится жирная точка. Карта Мир — это еще переход на новый уровень жизни, да, когда вот жизнь кардинально может меняться. Часто по карте Мир мы переезжаем куда-то жить. Могут появляться дети. По карте Мир вы можете, может быть, какое-то путешествие, которое может поменять вашу жизнь. Что еще может быть? Также это может быть, например, завершение обучения, да, когда человек заканчивает, там, не знаю, университет, какие-то там онлайн-курсы, училище, и прям вот идет в новую жизнь. Поэтому тут вот как вариант может закончиться что-то, что приведет вас в новую жизнь. Ну, год очень интересный у вас наступает. Благодарю за внимание и переходим к рыбкам. Остались рыбки и все. Так, рыбы. Смотрим еще, как для вас этот день пройдет. 18 февраля, среда, события дня. Бабочка, сразу же первое событие. О, и цветочек, отлично. Бабочка и цветочек. Чашка чая. Пока ничего не вижу. У вас много событий выпало по диагонали, да, вот так вот выпали карты. Или через одно, или по диагонали. Так, ну давайте посмотрим, значит, что у нас с вами здесь. Нет, здесь нет, нет, не вижу. Нет, нет. И здесь колокольчик тоже нельзя. Но я нашла только 3 события. Если вдруг вы что-то здесь видите, какое-то, да, совпадение, вдруг я пропустила, мало ли, тогда у вас это событие может проиграться. Здесь они подписаны. Но если вдруг вам не видно, может быть, вы на телефоне, да, смотрите, маленький сильно текст, опишите мне картинку, я вам напишу, что она значит. Кто вот, ну, опять же, это кто новенький. Обычно у меня, да, вот видео смотрят те, кто уже точно знает лучше меня все эти значения. Так, значит, смотрим, что у вас выпало. 3 события. Первое – это деловой разговор, бабочка. Дальше исполнение желания выпало. И гости. Ну, в принципе, все 3 события такие мирные, спокойные, ничего не предвещающие плохого. Но очень много, смотрите, сколько событий повыпадало по диагонали, прям очень много. Вот смотришь, да, или разделяет карта, или вот там, или смещаются на одно, кровать, змея. Ну, значит, так должно было быть. Благодарю за внимание, рыбки, жду вас на своих новых видео.